детства, да, пожалуй, вся его жизнь пронизаны жаждой познания традиций абхазского народа, своего народа. Умелое владение рисунком, композицией, чувством цвета и формы – все это демонстрирует работа художника. Фольклор, а именно нардский эпос, главная доминанта в большом творческом пути автора, в основе которого культурный код этноса, передающийся из поколения в поколение. Гость моей программы – абхазский художник театра и кино, график, живописец, член Союза художников Абхазии и России, заслуженный художник Республики Адыгея, народный художник Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, удостоенный высшей награды ордена Леона за боевые заслуги Батал Джапуа, многогранная личность, обладающая огромным творческим потенциалом. Батал, здравствуйте! Рада вас приветствовать сегодня у нас в гостях. Несмотря на то, что мы с вами знакомы достаточно давно, тем не менее я все время ловлю себя на мысли, что я знаю о вас совсем немного, как о художнике. И именно потому, что вы достаточно многогранная личность, которая поражает нас на протяжении, скажем так, последних десятилетий новыми творческими изысканиями, и это не может не радовать нас, как зрителей, как почитателей вообще искусства в целом, тем более в нашей стране, потому что, как мне кажется, искусство, культура занимает определенную такую важную часть жизнедеятельности любого государства, и в частности абхазского этноса в том числе. Если немножко окунуться в прошлое, более 10 лет назад я к вам обратилась с просьбой об оформлении обложки коллективной монографии, совместной монографии ученых Абхазии и России в контексте гранта РГНФ. И вы любезно согласились. Вот сейчас даже у меня, я не поленилась, взяла эту книгу. И могу с уверенностью сказать, что книга пользуется интересом среди ученых, и не только среди ученых, потому что все-таки сама тема, она уникальна. Вот если говорить конкретно, это святилище абхазов и святые места адыгов. Это дохристианские верования как абхазов, так и адыгов. И я думаю, что весь цивилизованный мир приковывает внимание к этой теме, и это тоже для нас имеет место быть как уникальной культуры нашей страны. Батал, вот исходя из вашей биографии, могу сделать вывод, что вы родились в творческой семье, выросли, да, в творческой семье, где родители имели прямое отношение к искусству, к театру в частности. Скажите, пожалуйста, как пал выбор ваш в профессии? Хотя, конечно, безусловно, могу предположить, что исходя из самой атмосферы, было понятно, что вы пойдете именно по этой стезе. Но тем не менее, почему именно искусство, почему живопись? Какая черта характера, может быть, повлияла на это? Естественно, среда формирует следующие желания. Но я не избирал путь живописца сперва. В первую очередь я именно пошел по театральным путям. То есть я поступил в театральный институт, художник театральный. Это, естественно, влияние отца, матери, абхазского театра, так как можно сказать, что, в общем-то, я очень много времени в детстве провел за кулисами. Я видел великолепные декорации, великолепных актеров, невероятно чистый абхазский язык, классику мировую в прекрасных переводах, да, на абхазский язык. Это все, естественно, сформировало мое желание пойти именно таким путем театрального художника. Художника по костюмам, по свету и так далее. Да. Ну, вот эта сцена-коробка театральная, она, вот когда вы находитесь в ней, особенно после спектакля, или же когда она пустая от декораций, она
Если у вас есть хоть немного воображения, там у вас очень много каких-то невероятных вещей в этом пространстве возникает в вашем воображении. Театр в этом плане удивительная вещь. У вас есть, да, кубическое черное пространство, и вы там можете в объеме создавать нечто, которое развивается еще и во времени. Это супер вещь. То есть это такой, можно сказать, такой компьютер, который тысячелетиями существует. Да? Вот с того момента, как сцена появилась, там, греков, там, оркестра, то есть это вот появляется такой суперкомпьютер, в котором вы можете делать все, что угодно. Это соблазнило, и я пошел этим путем. Если говорить точнее, вы закончили Ленинградский институт, ЛГИТМИК, да. Ну, я считаю, что это, конечно, хорошая академическая школа, хорошая база. И, видимо, это тоже дало, да, какой-то такой Естественно, конечно. Там серьезный прекрасные импульс в педагоги, развитии. там огромный опыт, там такая театральная столица СССР в свое время. Вот. Так что там дали прекрасное образование, и самое главное еще, что там дали вот это трудолюбие, как надо трудиться, чтобы достигать каких-то успехов там. Потому что там очень строго и жестко было. Там не устраивали родительские собрания по поводу того, что студент там, значит, не успевает. Там просто тебя выгонят, и все. Ну да, конкуренция жесткая, видимо, все-таки. Да, там на курс из нескольких сот человек поступило всего там 14, а закончило 6 или 7. То есть выгоняли даже с 4 и 5 курса. Да, серьезный такой Ну подход. да, а что там? Да, или ты профессионал и не подводишь своих педагогов своим уровнем. Да, то есть не каждый педагог согласен выпустить студента, который ничего не стоит. Зачем ему это? Ну, это надо? репутация, да. Это еще его также. репутация, Да, это его педагога. имидж и так далее. То есть потому вот это умение трудиться изо всех сил, да, как бы напрягая все свои усилия, физические, интеллектуальные, это вот институт нам дал. Дисциплину такую, да, в Да, совокупности. трудовая дисциплина, А, творческая дисциплина. По возвращению вы начали работать. Я начал работать в Русском театре. Меня туда приняли, да. Там главный режиссер был Дмитрий Иванович Куртава, директором был Анзор Кокович Мукба. И они туда меня пригласили, и я начал работать там. А в Абхазском театре я по приглашению ставил просто спектакль. Там Юлий Цезаря я делал, Белый аист там делал, еще что-то сейчас не помню там. Вот. А так в Русском театре я был главным художником. В Русском театре. Потом там в армию ушел, вернулся. Исходя из ваших творческих изысканий, вы вообще достаточно разносторонняя личность. Вы не просто художник, вы оформитель, декоратор. Также вы еще художник по оружию, специалист по холодному оружию. И имеете прямое, ну, тем не менее, имеете прямое отношение к монетному делу, потому что наши монеты, которые выпускает Национальный банк Абхазии, как раз отображают ваши работы, да, вы как художник занимались этими проектами в том числе. Скажите, пожалуйста, как вообще в одном человеке, то бишь вас, все это гармонично сосуществует, и как вам хватает сил на такие разносторонние увлечения, скажем так? Ну, мне так трудно сказать. Но я все же, если вот сейчас вот вы задали вопрос, я задумался, я думаю, все же это подготовка именно театрального художника. Театральный художник, он разносторонний. Он делает костюмы, эскизы, там, одежды, аксессуаров, оружия, мебели. Там много всего. То есть и для того, чтобы это делать, он это все изучает. То есть все, что находится на сцене, все, чем пользуется актер, с чем он играет, это все плод фантазии художника. То есть это все должно быть прорисовано. Делаете вы там супрематический какой-то спектакль там, или футуристический, или же вы делаете классику там, да, неважно. То есть вы везде проникаете в суть вещей, изучаете их подробно. Трость это или там корона на голове человека, это пояс. Все эти аксессуары, с чем работает актер, это все создано художником. Для того, чтобы понимать, как это делать, нас еще учили делать это самому, уметь делать самому. Вот, я думаю, что вот это много вот пограничных дисциплин, соответственно. Да, естественно, там очень много таких вещей, которые вот они
Ну, вроде бы кажутся разновекторные, но работают они все в одно. Да? На создание ансамблевости, такой композиции, как бы, которая работает и развивается во времени. Я думаю, дело в этом. Ну и потом есть такие вещи, когда есть безвыходная ситуация. Вот надо сделать. Вот. Никто не берется там, например. Ну вот я, скажем, в какой-то момент, может быть, там решился больше, чем другие, да, и начал делать. Но это только, на ваш взгляд, талант, либо талант и трудолюбие Я вообще вместе? с большим сомнением отношусь к таланту. Такое, знаете, это сегодня тебе дали, завтра у тебя его отнимут. Оно это не постоянная вещь. Если не Талант не совершенство? постоянный. Ну, я так полагаю. Ну, профессионализм, умение работать, умение извлекать информацию, искать ее информацию, использовать, трансформировать в свою нужную плоскость, переводить, это вот главная черта профессионального художника. Ну, вообще любого человека, который профессионал в своем деле. То есть это вот важно. А талант, дай Бог, чтобы он был с нами всегда, и дай Бог. Я вообще там, если где-то у Данте там, значит, в раю показывает, сейчас, говорит, тебе самых знаменитых людей покажу, и там колонна идет, и там условно Леонардо в конце, а впереди булочник. А чего так? Он говорит, а у него таланта было больше, просто он им не пользовался. А Леонардо меньше имел, но он им пользовался. То есть это вот такой принцип. Тут нужно все же умение работать. Исходя из вашего творчества, я не могу не сделать такой вывод, ну, это мое субъективное мнение, но думаю, все с ним согласятся, и вы в том числе, что чтобы выдать что-то серьезное, качественное, тем более основываясь на нашей истории, ну, в частности, истории Абхазии, вы штудируете архивные материалы, исторические источники. Насколько это вам помогает в реализации того или иного проекта? Ну, непосредственно, конечно, это очень важно. Первоисточник – это важно. Но еще более важно, чтобы, скажем, актор, да, который хочет что-либо сделать, вырос бы в этой среде. Вот мне повезло, я детство провел в такой деревне. Я видел таких старцев, видел такие обычаи. То есть мне реально просто повезло. Традиционный уклад, аутентичный. Аймара – это вот село, это мой дед, Кукуя, бабушка моя, там родственники, инопчевцы, Джинджала, вот это все вокруг, они жили такой жизнью уникальной, которой сейчас просто ее, в принципе, не существует. Да, к сожалению. И естественно, что за свой короткий срок, там, детский, там, юношеский, вы не можете все охватить, но вы напитаетесь духом каким-то. Информацию вы всю иметь никогда не сможете. Но ауру вот эту трепетность, вот какую-то, да, вот энергетика какая-то удивительная, она человечная такая. И ею можно успеть пропитаться и дальше попробовать нести ее. Вот это очень важно. В этом плане мне очень просто повезло. Мое детство, юношество, оно было вот такое. Но это все отображено в Я ваших видел работах. удивительных людей, да. Я увидел удивительные вещи просто. Знаете? Вот такой обычай, я никогда не знал о нем. Я там маленький был, во враге где-то игрался, ручеек. Идет женщина, Джинджала Артаца, она невестка Джинджаловская, она с ведром идет, встречается с другой женщиной. Они меня не видят. И она говорит, ты куда идешь? Она говорит, я за водой спустилась, а она прошла 1,5 километра, с горы спустилась. Я, говорит, батал идзих. Я, говорит, с батала родника хочу воду набрать. То есть я родился, когда все село ждало этого. Они, что вот у Русни, значит, у Кукуя внук долгожданный. Люди собрались, вырыли родник и назвали его моим именем. Ну, я не знаю, вот это вот что после этого. И они ходили, вот у них рядом все было, но они не ленились, чтобы вот мне какой-то халал был в этой жизни, они ходили вот оттуда. Ну, да, это Я очень не знал ничего, я сидел вот там в ямке и увидел, вот это все услышал. Да. Потом я спрашивал, они говорят, да, так. Вот как жили абхазцы, понимаете? Вот после того, как вы вот это все уже знаете, через вас это все прошло, естественно, ну, как бы стать плохим или там что-то не уметь в этой жизни, не суметь придумать, уже просто нельзя. Надо стараться дальше нести это все, ну, насколько это возможно. Ну, возможно, да. Батал, к сожалению, не могу не коснуться
трагической истории, нашей современной истории, это Отечественной войны народа Абхазии, и она вас тоже коснулась. Вы достаточно в молодом возрасте пошли защищать Родину. Вы являетесь обладателем высшей награды за боевые заслуги ордена Леона. Скажите, пожалуйста, вот как война отразилась на вас как на личности и, соответственно, уже в вашем творчестве? Какое она нашла отражение в ваших работах? Я понимал, что как бы война отняла время. То есть нам пришлось народу, да, отвлечься на войну, с достоинством ее завершить, победить. И вот это потерянное время, и потерянное не только время, потерянные жизни, потерянная культура, разрушенная там вот эта такая аура даже, да, вот эта духовность, Негативно. ее надо было восстанавливать. Сейчас я не помню, кто. Первые же дни после окончания войны Аслан Адлиба мне по такой мешок принес. Там была куча опилок и 3 цвета. Тюбики с краской. Это Он я нашел, слышала, пока это- воевал, он обо мне думал. Как И он это? мне притащил черное, зеленый кобальт и красный какой-то там краплак. Вот 3 краски, из которых я начал работать сразу же. То есть вот как только появилась хоть какая-то возможность. Потому что надо было, во-первых, наверстать все, Восстанавливаться, да, да. восстанавливаться надо, да. Единственное, видимо, в живописи мрачные Да, какие-то вот я тона как были, раз, да. они были, да, но я и рисовал тоже о войне. Ну, это ваши эмоции, ваше Да. восприятие Да, жизни, да, видимо, да, да. и Это таким было. образом. Тут я с вами согласен, это такой какой-то момент был, но очень важно было тоже от этого уходить, но надо было сперва выговориться. То есть нарисовать какую-то вот такую, значит, в живописи, в графике тему, пройти ее, ну, а дальше уже как бы. Почему я спросила? Потому что ну, я знаю, что некоторые художники, они как бы не смогли перебороть или как-то вот этот сложный момент ну, в своем становлении, в творчестве, да, и была какая-то пауза, ну, у многих, во всяком есть такое, случае, да. да. И мало кто смог сразу реанимироваться в искусстве, в творчестве, да, и сразу приступить к своей Ну, естественно, профессии. это Это тяжело. сложный период был, тяжелый психологически в том числе, поэтому я, собственно, поэтому и задала вопрос. Ну, есть художники, которые вообще не стали обращаться к теме войны. Есть такие, потому что Да. это тоже такое спасительное действие. Да, может быть. А так, те, кто не смог начать сразу работать, то, слушайте, у людей мастерские сожгли, картины, у меня мастерская сгорела со всеми моими картинами. Ну У да, и меня может быть кто-то... от войны только одна картинка осталась, и то она у соседей где-то висела, только и все. Василий Мхонджи, например, у него что, Зоя Квашевна, ведь все работы сгорели, оставшиеся здесь догорели. Все. То есть, а художник это что? Это Да, то, что он конечно. нарисовал, а не то, что он наговорил. И это очень сложно потом, Это- да, это возродиться из пепла практически, Это ну, очень мало сложно. кто может. Тем более, если вы уже в возрасте. Ну ладно, еще молодой. Человек в возрасте, это же ужасный удар. Ну, так. Вот так вот, конечно, да, многим очень тяжело приходится и сейчас. Да, к сожалению. Если возвращаться вот к теме непосредственно сегодняшней выставки, да, которая представлена в выставочном зале, она носит такое емкое название «Нардский дом». Давайте немножко поговорим об этом, как вообще пришла идея создания этой выставки и как отбирались работы, по какому принципу. И насколько я понимаю, у вас тут 3 направления, да, представлены в самой экспозиции. Вот об этом, если можно. Ну, тема, она давно зрела, но как бы вот такую конкретную форму и плюс еще название правильное, как бы она приобрела только вот буквально в последние моменты, да, то есть это давно мы обговаривали с Эльвирой, там как-то это уже у меня выставка одна была, но она одна как бы не вытягивала всей глубины вопроса. Она и сегодня недостаточно для того, чтобы все сказать о нардском эпосе или же о мифологии и космогонии абхазов. Недостаточно. Потому что если вы знаете глубину, какая есть, какая гора материалов просто в сказаниях абхазских есть, то есть вы поймете, что я прав. Ну да, почва такая То есть если все абхазские художники сядут и начнут про это рисовать, я не знаю, это годы и годы надо.
Это надо делать. Ну, это вообще-то, наше да. культурное наследие, собственно Да, говоря. Есть гигантское. от чего Вот, отталкиваться. и потому оно формировалось потихоньку. Я же тоже с перерывами. Нардский эпос какой-то один этап я попробовал, второй, потом третий. Это вот 4-я версия вообще-то Нардского эпоса. И вот тоже так вот взять и с одного раза как бы раскрыть Ну да, это невозможно. достаточно глубокая Я тема. и сейчас да. считаю, что он не до конца раскрытый. Но просто сама тема очень тяжелая, погружаться в нее нелегко. Тем более, если вы хотите неформально это сделать, не просто иллюстрации, а вот как-то очень, постараться, да, вот передать всю ее как бы мощь, глубину и смысл. Очень тяжело. Философски подойти. Вот, даже. и когда я понял, что нужно вот этот цикл нартов, вот эта героика, вот, значит, Абраскил, да, у нас же еще Да. Абраскил эпос, Абраскил, нарты и обязательно героика, вот тогда только уже появилось как бы понимание. Вы выстроили такую логическую Да. цепь. А потому что в самом эпосе, вообще в всех сказаниях же она так, что мы прямые потомки нартов, рожденные от женщин, на которых были женаты нарты из земных людей. Из них выросли герои, от героев пошли абхазы. Это же прямо прописано. И потому сказания Маадана Сакани, они как бы вот законтурили вот это все. Когда мне удалось найти эту книгу, она не такая же Да, самая да. доступная, прочесть, понять, что это вот что-то мощнее, чем Морио Агай с его историями, значит, о Японии и ее самураях, и ее героях. То есть это просто на голову выше. То я понял, что если вот сейчас вот этот цикл сделать, то уже можно какую-то единую картину как бы, да, увидеть, представить. Ну, недостаточно все равно, я считаю. Это вот все равно. Ну, я думаю, что, конечно, Попытка сколько, есть, да, попытка сколько- есть, не провальная, она не провальная попытка. Ну, о нартах и вообще о героике, о мифологии можно еще и еще говорить и более сложным языком, а может еще более простым языком. Она может быть концептуальным, эта вещь. Не обязательно это плоскость, это могут быть объемы, это могут быть инсталляции, это могут быть просто звуки. Там Но много всего. основной посыл какой несет все-таки, вот на ваш взгляд, вот вы широкому зрителю, ценителям искусства, может быть, даже тем, которые вообще не понимают в искусстве, что бы хотели сказать этой выставкой, что донести? Какая основная Мне мысль? трудно будет так отвечать, я не смогу. Я думаю, что все-таки первопричина – это погружение в историю этноса. Я не для зрителя рисовал, честно. Я давайте понимаю, так. вообще все художники говорят, что для себя прежде Для себя, всего. для своих коллег и так далее. Ну, Но смысловая общее- нагрузка, да, это как погружение в историю абхазского этноса, более глубокое осознание традиционного уклада, тут и фольклор в ну, основе. вот сейчас я вас прерву. То есть не просто для себя, да, там, а это же как бы Ваше позволяет самовыражение. вам на какую-то ступеньку подняться, а может и опуститься. Неизвестно, что есть. То есть, вот как говорят там, ты вырос, а может быть ты На- сжался. Вот как Гена Лакоба сказал. Да. Тигрец сжался, то есть стал меньше, но плотнее. Может так. Да? То есть вы это делаете для того, чтобы как бы себе Собственно, да, я добавить понимаю. каких-то вот этих, а чтобы дальше еще действовать. Я не знаю, смог ли я объяснить или Не, нет. я поняла, о То чем есть вы есть говорите. вещи вот Да, такие, да, да? я поняла. Можно вот так, а можно вот так. То есть вот тут. Меньше да лучше, крепче, более фундаментальнее, скорее всего. Но, честно говоря, на мой взгляд, я не великий знаток живописи, я как бы могу сказать на уровне собственного восприятия, как я это чувствую. Конечно же, тут вложен глубокий философский смысл, и видно, что вы как бы проникаетесь прежде всего вот этой исторической подоплекой, что немаловажно, что вы это не берете из воздуха, что изначально у вас есть хорошая основа, историческая база, от которой вы уже отталкиваетесь, и, собственно, мы это лицезреем уже Да. в ваших работах. Относительно техники, почему графика? Все-таки объясните нам, зрителям, почему вот в этом стиле работы выполнены. Ну, это, наверное, все же из общей какой-то такой психологии человека, который свое прошлое больше в черно-белом видит или в неких гризальных тонах, чем в цвете.
Это всегда так. Мгм. Ахроматы, да, больше? М? Цвета ахроматы, да, черный, белый. Да, да. То есть ахроматические Мгм. цвета, там, да, вырезали. Это более, конечно, в каком-то смысле более емко, более выпукло подает форму вообще черно-белое. И для восприятия как бы, да, Да, лучше. вы убираете лишнее, вы Не концентрируетесь только на форме, цвете и энергии, на силе движения, там, да, какое создано. Цвет – это очень сложное вообще явление. Это не просто там зеленая травка и синее небо. Нет. Это на психологию очень сильно действует. И вот цветное восприятие своей древней истории, да, она сопряжена с такими сложностями, которые могут привести вас к отторжению этого прошлого. Вы не видите Да. это в цвете. Вот я вам могу реальный пример показать. Это вот у меня там 3 воина стоят, они все цветные, и для многих цвет Раздражающий фактор. раздражающий и заставляющий их задавать вопросы, а почему они цветные. Даже если вы смотрели вот голливудовские всякие фильмы на псевдоисторические темы, они все такие, знаете, там почти цвета нет. Да, они как размытые немножечко такие, Вот да. они вот специально это создают, чтобы углубить. Не отвлекать как-то. внимание Да, от да. сути. Потому здесь все черно-белое, кроме вот этих 6 работ, вот здесь они за моей спиной висят, они в цвете сделаны. Это нардскепос. Но это проба. Это просто проба. И я вот смог 6, на одну только тему. То есть тема Нардских врат, 6 вариантов попытки как бы войти в эту дверь в разных цветах или в гаммах там. Вот. А попробовать сделать все остальное тоже в цвете, просто это было бессмысленно. Не получилось. Ну да, мне кажется, и для восприятия человека все-таки черно-белая гамма, она более экспрессивная, на мой взгляд. Мне Согласен. тоже самой так больше Согласен. импонирует. Относительно этой выставки, у вас тут присутствуют иллюстрации книги, как вы уже сказали, Мадана Сакания. И также, получается, еще, да, 2 направленности. Это относительно прям эпоса. Абраскил. Да, Абраскил. И 3-я какая направленность? Там есть несколько, но они единым объединены таким как бы представлением абхазцев о смерти. Это получается воздушное погребение. Да. Да? То есть эти направленности, они есть, они тоже интересные. Но вообще интересно, вот, знаете, есть такое представление о смерти у греков, есть греческое представление о смерти, есть там такие, как вот шумеры, там эпос Гильгамеш, если вы знаете, там у них свое представление о смерти. У викингов третье. Да. А вот у абхазцев свое. Но это наша особая такая культурная черта, скажем так, да, которая нас и отличает, и к адыгам, и к абхазам. приковывает весь цивилизованный мир к этой теме очень так. И как я понял, вот, кстати, то, что касается нардского эпоса, если не понять их отношение к смерти, вы их жизнь не поймете. Все взаимосвязано получается. Вот есть люди, которые как бы поверхностно познакомились с Абхазией, они говорят, у вас какой-то культ смерти, культ покойника. Просто люди не понимают всей этой глубины, и что там происходит. Я как для себя выяснил, в абхазских верованиях, в принципе, такого понятия, вот как смерть, ты умер и все. Да. Инерш и псах. Это сложная, большая тема, об этом лучше говорить этнографам и философам, ученым, чем там мне, скажем. Я могу там просто поддержать в каком-то смысле разговор, потому что мне это очень, на самом деле, интересно. А и вот это вот спокойное, в то же время, как это сочетание всего ироничное и в то же время глубокая скорбь по ушедшему, сегодня оно уже чуть трансформировалось. Действительно, человека как будто хоронят уже до конца. А у абхазцев так спрашивали, дыпсыцхал. Он говорит, умер или точно умер? Подтвердите. Да. И за этим я сейчас расшифровывать не буду. Есть люди, кто это лучше сделает. За этим тоже много стоит. Потому что если хоть кто-то там в семье мужской линии остается, он не мертвый. Понимаете? Это очень такая глубокая, серьезная тема. Почему я эту тему затронула? Потому что моя, собственно говоря, научная деятельность на этом основана. Я изучаю как раз
эти ритуальные действия, дохристианские верования абхазов, адыгов, да, пограничные какие-то схожие элементы, их много на самом деле, поэтому приятно была удивлена, что и в этой выставке присутствуют, да, работы, отражающие эту тему. Ну вот даже если по нардскому эпосу, Нарса срока не умер. Да, тоже, да. Хашхат. Да, если это вот То так есть он глубоко... в некоем состоянии. Да? То есть это состояние может быстро закончиться в тот момент, когда Абхазии заново будет грозить беда. Он возвращается, помогает и опять возвращается в то состояние, в котором некоторые могут его посчитать как бы смертью, а он не смерть, это не смерть. Но опять же, можно подчеркнуть, что тема жизни и смерти, она прослеживается в легендах, в сказаниях, в эпосе и, в принципе, постоянно, да, будоражит умы не только представителей искусства, но и научные умы в том числе. А как вот наука все-таки помогает вам развиваться вот в этом направлении в контексте исторической как бы направленности? Ну, на третьем зале, на втором этаже вид восьмитомник «Нардский эпос». Это усилия Академии наук во главе с Зурабом Джопа, Атгур Кокуба Саида, Хаджин, и там многих, кого я не назову, пусть Ну меня да, не, да, В значит, соавторстве, да, не большой обессудят, коллектив. да. То есть это гигантский труд. Это практически пропавший материал, который во время войны был уничтожен вот этими варварами, значит, сожгли, когда в институт наш. То есть это вот заново просто вот в каком-то году им, значит, прибогавшие Сергей Васильевич сделали, значит, экспедицию на 10 лет, чтобы они в Турцию могли ездить. Да, вот да, они да. собрали этот материал, и это уникальнейшая вещь. Вот сейчас 8 томов нардского эпоса. Ну, Да, тот, я кто считаю, хоть тоже серьезный что-то труд, хочет в да. этой жизни знать, он должен погрузиться в нее и читать. И таких материалов много всплывает, не только касаемо нардского эпоса, а там и других как бы направлений, которые продолжают наши ученые исследовать, и, естественно, что им это нелегко. Да, Это люди, которые на альтруизме спасают совершенно. культуру нашу и историю Согласна. нашу. Как-то трансформировалось ваше восприятие нардского эпоса, вот те эмоции, которые вы испытывали в детстве, в юности, да, когда читали, да, знакомились с эпосом, и вот сейчас, вот как-то поменялось? Да, конечно, много поменялось. Мне сейчас трудно. Ну, это надо было бы просто увидеть мои работы. Мгм. Те, которые Все, были да, там в до и- 89 году Мгм. сделаны, и сегодня. То есть отношение уже другое. Вначале формальное отношение было. Вот это внешняя физика такая, вот то, что я видел. Сейчас я понимаю, что, ну, видимо, Это знаете, опыт. вот мы перед этим говорили о том, что вы там видели холст надрезанный. Да. Я думаю, что вот такой надрез иногда больше скажет, чем Но опять полноценная же, картина какая-то, которая какие-то страсти. да, слишком много. Да. А вот так вот взять и порезать что-то, ну, это страшная вещь, если в каком-то контексте это подается. Это не так Но просто. опять же, мне кажется, это уровень интеллекта должен быть Естественно. высок для Ну, естественно, такого в патриархальном прочтения. Да. традиционном обществе это может вообще не приняться. Но этот язык, имея какой-то внутренний свой багаж, он может сказать человеку больше, чем, скажем, повествование, да, иллюзорность, когда вы там просто все правильно нарисовали. Обратите, кстати, на античное творчество, посмотрите Да, на кстати, Египет, да. они же не иллюзорные. Да, не иллюзорно, Они согласна. такими символами разговаривают, которые как бы, ну, скажем, в реалистической школе там 19 там, или 18 века Сложно просто будет. неуместны. Да, да, И конечно. тем не менее, смотрите этрусков, смотрим египтян, там, смотрим аккадскую или шумерскую, значит, там, пластику. Невероятные И вы вещи. можете подтвердить, что все циклично, и рано или поздно мы возвращаемся, да, в первичное какой-то такой. Ну, это уже форме. симбиоз такой, да. Может, раньше какой-то цикл такой происходил, это начиная с наполеоновских войн, когда они начали осваивать там Египет, познавать там Ближний Восток и так далее. Это же с этого началось. А потом это уже стало таким симбиозом, это уже как шар. Да? То есть информационное пространство, оно уже шарообразное. То, что было в древности, это сегодня абсолютно актуально для нас. Художнику это доступно информационно просто. И он этим может пользоваться. Знаете, вот такая вещь. Как импрессионисты под сильным влиянием, значит, ксилографии японских мастеров стали импрессионистами. Никто это не отрицает. Абсолютно.
Если бы они этого не знали, видимо, поиск ихний, вот этого нового написания воздуха, да, правил написания воздуха, был бы, наверное, длительный и, может быть, вообще привел бы не туда. Это такая вещь. Да, А Китагава, Утамаро или же там хокусаевские ксилографии, они взорвали художественный мир Европы. Это так. И в силу того, что они доступны. То есть вот эта вы доступность... считаете, что все гениальное просто? Ну, просто желательно, чтобы было просто сделано. Сложно делать, может не получиться гениальная вещь. Ну, Спорный это вопрос, тоже да, такая такой, тема, да? да. Можно говорить, можно не говорить об этом. Там сложно все. Батал, живопись, искусство для вас отдушина или данность бытия? Как можете ответить? Ну, это потребность уже какая-то. Вы этим живете, вы этим пропитаны, и несмотря на все жизненные какие-то перипетии, трансформации, вы в любом случае останетесь художником. Ну, естественно, да, это невозможно. Знаете, как вам сказать, вот сейчас воспоминания одного художника, я вам скажу, он говорит, если я в день между собой 2-3 цвета не перемешаю, не полюбуюсь на них, мне плохо. До мозга костей художник. Потому что это действительно этот праздник цветной, да, то есть вы делаете новые цвета, вы перемешиваете. Это такая штука. Даже, говорит, если не работает, Да, просто. даже такой Он творческий получает, процесс, да, да. получает огромное удовольствие человек. Но это профессия моя. Это моя профессия. И я не занимаюсь ей через силу. Но Это- вы занимаетесь ею не ради денег, скажем, не ради заработка, а искусством ради искусства, получается. По-разному. Ради самого процесса, да? Нет, художник профессиональный, он живет за счет того, что продает свои Да, картины. Но у него есть всё же. процессы, которые проходят под таким девизом совсем другим, альтруистским. Вот сейчас Больше. я, например, этот нардский эпос, я его не продаю, а он у меня кучу времени занял. И это я оформлял, это все денег стоит, материалы и Конечно. так далее. Но я его не продаю. То есть у художника Искусство ради разные, искусства да, всё-таки. есть разные темы. Есть картины, которые он пишет и может с ними расстаться, продать, а есть те, которые он создает не для продажи. Вот так. В чем заключается ваша жизненная философия? Ой, не знаю, я так глубоко не копал. А если бы вот можно было бы Не все знаю. вернуть вспять, повернуть вспять, вы могли бы изменить, хотели бы изменить свой жизненный путь, либо все повторили бы так, как есть сейчас? Ну, я хотел бы, конечно, чтобы этой войны не было, и мы бы достигли тех же результатов, а может быть даже больших, не теряя своих ребят и не разрушая свою духовную ауру. Хотел бы, чтобы так произошло, чтобы народ остался более цельным, не только в физическом плане. Все же война нас Конечно, разрушила. да, ментально в том числе. Ну вот это бы, конечно, но это невозможно. Это вот все же, да, невозможно. Ну, невероятно талантливые люди погибли, художники погибли, поэты, писатели. И был специальный приказ Арзенба всех художников, писателей, поэтов вон из окопов выгнать. Это был приказ его, после его никто Да. не выполнил. Потому что никто Родина важнее. да, Да. никто не сторонился. То есть эти люди были патриоты своей страны, и они стояли в первых рядах. Вот что бы хотелось, конечно, вот так. Ну, если бы у меня была волшебная палочка, я бы, наверное, очень долго думал, чтобы загадать. Но я хочу, чтобы абхазцы не исчезли со своей культурой, язык, чтобы сохранился, самобытность своя. Вот это надо понимать, что мы очень самобытные. Это можно понять только если вы выезжаете куда-то и вы сталкиваетесь с другой средой. Она может быть неплохая, хорошая, Да. но вы другие. Ну, другая, да. Да, вы другие. Согласна. То есть вот хотелось бы, конечно, чтобы вот так было. Но таких вещей не Да. бывает, и потому все ресурсные вещи, которые сохраняют культуру, вы должны создавать сами. Вы сами должны это создавать, вот эти сваи забивать, насколько Да, возможно. постепенно, конечно. Опираясь на такой богатый жизненный и профессиональный опыт, что бы вы хотели бы сказать человеку, мужчине, художнику, просто личности Баталу Джопа? Что бы вы сказали себе? Пора в мастерскую. Вот что я, пора в мастерскую и работать дальше, честное слово. Потому что это вот все, это, конечно, хорошо, да, но вот
много времени отнимает. Вот выставка и дальше все, что сопутствует этому. Надо дальше какие-то работы совершать. Уйма направлений интереснейших. Но единственная нехватка – это всегда время. Ее не хватает. Как у всех Вот я бы себе сказал, творческих людей. береги свое Да? время и вперед. Много мыслей, много эмоционального такого всплеска и впечатлений об увиденном и услышанном сегодня у меня. И я благодарю вас, Батал, за искренность, за доверие, за такой познавательный диалог сегодня с еще долгим, правильным послевкусием. Спасибо вам. Спасибо большое, и вам тоже всего хорошего. Невозможно постичь суть непостижимого, но мы можем попытаться к нему прикоснуться и, прикоснувшись, хотя бы немного приблизиться к истине, в которой скрыты ответы на вечные вопросы бытия.